Один на весь поселок. К сожалению, эти слова можно сказать про жителя Усть-Мая Георгия Борзенкова, единственного в поселке участника Великой Отечественной войны. В этом году ветерану исполняется 90 лет. О жизни героя расскажет Юрий Таюрский. С каждым годом все меньше и меньше остается свидетелей и участников тех трагических событий начала Великой Отечественной войны и счастливых мгновений Великой Победы. В районном центре поселка Усть-Мая остался единственный участник прошедшей войны Георгий Матвеевич Борзенков, которому в этом году исполняется 90 лет. Несмотря на свой возраст, Георгий Матвеевич хороший собеседник. Он помнит до мельчайших подробностей события, когда его провожали на фронт из селения Усмиль Усть-Майского района. Пришли повестки, а темно уже. В 12 часов ночи пришли. Вот, и там плачут, жутко. А эти собаки как назло воют, да что-то. К этому времени старший брат Георгия Матвеевича, Иннокентий, уже погиб в боях под Москвой. И надо ж, так получилось, что 17-летнего паренька, его отца и дядю, их вместе забрали и увезли до Иркутска, где и разошлись их дороги. Отец держит за меня за руку. А проводница меня тянет, поезд вот. Отец не пускает. Поезд пошел, а я потом так на подножке встал, смотрю, далеко еще они стоят, потом за поворот зашел и все. Отец все стоял, видать, плакал. Ну, тогда у меня как-то было, что у нас сознания не было такого. Мы еще не осознавали трагическую вот эту вот суть-то. А теперь я вот, когда сам-то отцом стал, и на его место сейчас стал, думаю, как же он вытерпел. Вскоре после их расставания отец Георгия Матвеевича, командир роты, погиб тоже на Западном фронте. А его 17-летнего паренька, как и тысячи якутян, отправили на обучение и резерв на сдерживание Квантунской армии. В 1945-м он участвовал в переходе монгольской пустыни Гоби, разгроме укрепрайонов японской армии, дошел до Харбина. Домой, в родной Усмиль, он вернулся лишь в 1948 году. Недавно ветеран со слезами на глазах держал в руках копию Знамени Победы, частичку боевой славы, осознавая, что и он внес свой вклад, приближая долгожданный День Победы. Юрий Владимир Таюрский, НВК Саха, Усть-Майский улус.